Я о проблемах нашего народа говорить много не буду, о них известно, о них много говорили. Наша беда в том, что наши первые руководители не заинтересованы решать вопросы, проблемные вопросы ингушского народа. Они не защищают интересы этого народа. Это ясно всем. И 95% нынешнего руководства ингушский народ не поддерживает, не уважает и терпеть не могут. Телевизор смотрят. Это одно. Второе. Вот вы приехали, повстречались, уедете. У нас здесь как в Ингушетии? Здесь заранее все заготовлено, урны приготовлены, там протоколы заполнены, лежат еще до выборов они лежат. Я сам участвовал. В 1994 году я был кандидатом в президент, участвовал здесь в президентских выборах. В 1998 году участвовал. Знаю эту кухню, я не наслышке знаю. Если говорить об ингушских территориях, я о двух проблемах скажу. Ингушетия – это зона территории вне закона. На этой территории российские законы не существуют. У нас в любое время можно в любой дом заехать. Женщина, молодой человек, девушка забрать, и бесследно он пропадает в течение 2-3 недели. Не могут ее найти, когда она где-то, он или находится в руках органов. Это беззаконие у нас здесь творится. Человек пропадает без вести, человек убивает прямо в камере. Эти делают представители власти, силовой структуры. Это одна проблема. Вторая проблема – это территория, ингушская территория. Вот сейчас все говорят пригородный район, пригородный район. В 1934 году нас государственности лишили, нашу столицу, города Владикавказ, осетинам отдать. В 1934 году было. До этого, в позапрошлом веке, у нас забрали город Беслан. Это наши исконные территории. Основателями этого города являются Богатыревы. Это ингушский город. Алагир – это ингушская земля, ингушский город. Мы, жители Далакова, в 1798 году нас переселили оттуда, с Алгирского района, эти земли передать осетинам. Архонский район, казачьи станицы, которые там находятся, такие как Николаевская, Архонка, когда туда казаков заселяли, там проживали ингуши. Это ингушские земли. Это проблема. Нынешние территории, которые занимает Северная Осетия, это исконно ингушские территории. Они начали переходить с Южной Осетии, с южного склона Большого Кавказского хребта. Их там, в то время их там ингуши приняли. Это нынешняя территория Южной Осетии, до прихода туда осетин, там ингуши, мы жили. Я это почему говорю? Я это не говорю от того, что там вы что-то решите, чтобы вам было понятна история. И осетин, и ингушей. Когда они сюда шли, на Кавказ, мы их там приняли. Вот такая обстановка здесь, в Ингушетии. Есть здесь люди, которые вас поддерживают. Мне где-то час назад позвонил этот товарищ Юдару Алихан, что приезжает в Собчак. Я не мог не приехать из-за уважения к вашему отцу сюда. Спасибо так вам как большое. я его знал, так как мы вместе за столом сидели, знали друг друга. Вот поэтому я сюда приехал и желаю вам успеха. Но я вынужден предупредить. Сколько бы не будут там опущены урны, в урну бюллетени в вашу пользу или в пользу другого, если они там не окажутся, удивляться не надо. Знаете, очень вы правильные вещи говорите. Спасибо, во-первых, еще раз вам. Спасибо вам большое за то, что вы говорите. Наша беда не центр, не Москва. Наша беда
у нас самих, наши руководители, предатели интересов этого народа. Они не заинтересованы решать вопросы ингушского народа. Но они не заинтересованы, потому что они поставлены из Москвы. Грабить, унижать, оскорблять этот народ. Сегодня люди, которые совершили преступление на этой территории, проживают на этой территории, их увозят в Владикавказ, там они сидят в тюрьмах, там их судят. Это беззаконие, это нарушение всяких юридических норм. Сегодня 80% во Владикавказе в камерах сидят ингуши. 80% из них. Отсюда их туда передают. Это, можно сказать, Палестина в России, ингуши. Нет здесь никаких прав у ингушей. Не то, что он там, в Осетии, в Ингушетии у нас права никаких. Вот такая здесь проблема. Я знаю, наслышана об этом. Спасибо, во-первых, большое. Хотела еще раз вас поблагодарить за память и за то, что помните моего отца. Для меня это очень важно. И спасибо большое, что вы пришли сюда. Я хотела сказать очень важную вещь, связанную вот с тем, что вы говорите, что, действительно, давайте называть вещи своими именами. Известно, что здесь огромное количество вбросов. Это самый в этом смысле, почему сюда, понимаете, так же и получается, почему сюда остальные кандидаты не ездят. Да потому что все в Москве считают, да это бессмысленно, здесь все равно все набросают, чего время тратить. Вот я так не считаю. Я считаю, что даже если здесь будет один человек, который за меня проголосует, это уже будет победа. Но на этих выборах я знаю, как сделать иначе. Смотрите, действительно здесь сложная ситуация с вбросами. Но у нас есть именно в Ингушетии, у нас нет, например, такой возможности в Дагестане, нет такой возможности в Чечне. Так просто сложилось, что здесь у нас действительно есть сеть сторонников, и мы сможем организовать наблюдателей с прямыми эфирами на большом количестве участников. Дальше надо понимать, что Евкуров, конечно же, больше всего заинтересован в том, чтобы все приехали и проголосовали за Путина. Потому что, собственно, на этом зиждется его власть здесь. Если он покажет здесь маленькую явку, которую он потом не сможет нарисовать, если опять будут скандалы из Ингушетии, что здесь все брошено, и опять будут видео с этими вбросами, то для него это будет огромная политическая фиаско, вплоть до снятия. Поэтому наша цель – сделать все, чтобы у нас были наблюдатели здесь, практически на каждом участке. Я вас призываю тоже, если вам не все равно, что происходит в вашем регионе, если вам не все равно, что происходит в Ингушетии, записывайтесь наблюдателями. Это работа не просто так. Мы лично будем контролировать это в Ингушетии, чтобы у нас были прямые эфиры, это будут видео и так далее. И чем больше будет скандальных бросов в Ингушетии, чем меньше будет явка, которую ему сложно будет здесь поднять, тем хуже будут его позиции в Москве. Поэтому это наша общая цель – не дать ему сделать то, что он здесь сделать очень хочет. Я призываю вас в этом смысле становиться наблюдателями, и эти выборы будут не теми же выборами, что было 6 лет назад. Сейчас уже здесь так не пройдет. Здесь будет совсем другой пристальный взгляд над всем. Конечно, будут вбросы, и, конечно, будут мухляжи. Но мы будем это все освещать и показывать как можно больше. Пусть весь мир знает, что здесь происходит, каким образом народы лишают своего голоса. Я вам обещаю, что за этим я буду лично следить и лично контролировать. От вас мне нужна поддержка, независимо от того, за кого вы сами захотите голосовать, приходите наблюдателями. Вот это то, что точно больше всего боится ваш Евкуров. Больше всего.